Посты с хэштегами «Потушите пожары в Сибири» заполонили соцсети, а петиции с призывами объявить режим ЧС возымели действие. Как освещается тема лесных пожаров в СМИ? Почему блогеры активно подхватили эту тему? Чья информация достовернее и кому доверяют граждане? Об этом мы сегодня поговорим с Чокуром Гаврильевым, заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики. Чокур Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Тема лесных пожаров стала в эти дни одной из самых популярных, как в традиционных СМИ, так и в соцсетях в интернете. Все ли освещают объективно? Расскажите подробнее об этом. Ну вот действительно, я недавно написал блог в дневниках на ЕКТ.ру, сам тоже являюсь блогером, и обратил внимание на статью в РБК, Росбизнес Консалтинг. Они, кажется, провели такое интересное расследование. И вот 23-26 июля, если в 2 раза повышается информация о пожарах в Сибири, это в традиционных средствах массовой информации, то в благосфере, то есть в социальных сетях, в Фейсбуке, в Инстаграме, вот как раз появляются хэштеги. И 29 июля почти в 2 раза выросли такие публикации. И тут, конечно, надо сказать, что некоторые фотографии были действительно взяты не от сибирских лесов, получается, да? Некоторые фотографии были, например, из прошлогодних пожаров в Соединенных Штатах Америки и так далее. Конечно, можно стать вот таким соучастником кампании, потому что это дело правильное, правое и так далее, да, обращая внимание, соучастник и так далее, вот действительно спасите леса и так далее. Это очень праведное дело, но иногда вот эти эмоции перехлестывают. И когда вот листаешь свои страницы в социальных сетях, как будто у нас все пропало, все горит и так далее. Вот такая информация может у тебя в голове возникнуть и вопросом задаться. Действительно, почему власти ничего не делают, вот в кавычках, да, почему пожаров стало больше и так далее. Но если вот статистике вернуться, то оказывается вот в 2018 году, в прошлом году, то горело у нас 3,2 миллиона гектаров, да? В этом году это 2 миллиона гектаров, то в 2017 году было 1,5 миллиона гектаров. То есть ситуация не такая, вот скажем, пишут же, вся Сибирь перегорела, специально это делают и так далее. Это неправильно, потому что вот когда листаешь социальные сети или когда вооружаешься специальной статистикой объективной, то уже картина видна совсем другая. То есть, конечно, тут эмоции играют такую роль, и надо отдать должное всем вот этим людям, которые тоже вот перепост делают, и так далее, пишут и так далее. Но сейчас эта тема такая вышла на такой большой уровень, на правительственный, на федеральный уровень. Владимир Владимирович сам контролирует это дело. Военные уже вступились. То есть можно, с одной стороны, тоже поблагодарить за такой, скажем, хайп, да, вот модное слово, но в то же время нельзя слишком поддаваться эмоциям. Да, получается, сейчас абсолютно все думают о лесных пожарах, и, наверное, все-таки это какой-то результат, да, что в соцсетях результат есть, и надо вот действительно отдать им должное, но когда все начинают все это писать, и тем более картины ставят какие-то вот американские и так далее, это все эмоции. И эмоции, конечно, это немножко субъективно. Давайте перейдем от темы пожаров. От чего по большей части зависит интерес и выбор тем блогеров и журналистов? Надо сказать, блогерам быть удобно, да, потому что блогер сам выбирает себе темы, а журналист все-таки ограничен рамками своей деятельности, например, своей редакционной политики или своей спецификации. Например, журналист-экономист, он пишет на экономические темы, он никогда не будет писать на культуру и так далее. А блогер, он свободен, но в то же время блогер тоже ограничен своими вот субъективными рамками, да. Например, человек, который ратует за животных, за собак, например, да, чтобы люди не бросали своих четвероногих питомцев на улице, он никогда, например, не напишет, как собака, например, покусала ребенка и так далее, да. Он же ведь выступает за защиту таких животных. И надо сказать, что журналист все-таки старается быть объективным, потому что закон о СМИ это обязывает, этика журналиста обязывает, и старается он подать и другую точку зрения. Например,
спросил про одно какой-то вопрос, да, сразу он должен дать другого человека, чтобы он ответил. То есть объективность тут вызывается двумя вопросами. То есть одна сторона дает какой-то комментарий, и обязательно второй комментарий должен быть. А блогер просто написал свое мнение, запостил какую-то фотографию, и все, он уже как бы свободен. Поэтому блогеры больше, может быть, свободны, но они тоже ограничены своим субъективным мнением, своим мировосприятием, можно так сказать. А чем отличается подача информации и замечает ли это зритель или читатель? Ну, тут, наверное, судить, конечно, читателям, да, но я свое мнение субъективное скажу, что, наверное, все-таки читатель не отличает, да, это какая новость, информация, сделанная в традиционных средствах массовой информации, там, или это, например, мнение блогера. Просто в социальных сетях все перемешано же, там и как варить суп советуют, и там же пишут там про пожары или какие-то там другие вопросы задают. И в голове человека вот какой-то сумбур появляется, и все-таки восприятие все-таки одинаковое, да? Поэтому, ну, например, даже в средствах массовой информации делают такие заголовки, например, ой, оказывается, у нас такая инициатива законодательная появляется. Ой, у нас хотят что-то запретить, да? И сразу у читателя появляется негативное отношение к законодателям или к власти, например. Но на самом деле это только инициатива, а закон-то не принят. Это не новость, по идее, да? А новость о будущей новости, которая еще не стала новостью. То есть надо тут понимать, чтобы читатель, он должен быть сам грамотнее, чтобы отличать вот действительно новость и так далее. Чукур Николаевич, а можно сказать, что блогер – это уже профессия или это увлечение, которое можно как-то монетизировать? Ну, надо сказать, что уже блогеры это монетизируют. Кстати, вот когда у нас проходил медиа-саммит летом этого года, конкретно разделили блогеров на блогеров и на инфлюенсеров. Ну, блогер – это более-менее человек, который регулярно ведет свой блог, он больше пишет, или ведет как бы телепередачу, да, от своего имени. А инфлюенсер – это тот человек, инфлюенсер – это влияние, да, тот человек, который влияет на свою аудиторию. Ну, вы знаете, что может быть какой-то артист, там, известный человек, там, певец, может вести свой такой инфлюенсерский блог, и у него может быть очень много последователей, да. Инфлюенсеры больше работают на эмоциях, вот то, что про пожары говорил, на картинках, они больше постят свою любимую как бы физиономию, как говорится, да, они больше как бы пишут о себе хорошем, да, и в то же время они могут сразу на какие-то темы написать, на политические заявления какие-то могут сделать, да. Ну вот монетизируют, я сказал, вот вы же видите, что, например, в инстаграмах кто-то, например, напишет, что ой, мы сегодня какую-то пиццу хорошую заказали. Реклама. Спасибо. Это есть вот реклама, да. И вот если обратиться вот к топ-российским вот блогерам, да, инфлюенсерам-блогерам, так скажем, оказывается, Ольга Бузова, у нее почти 13,5 миллионов подписчиков, да. Вот подумайте, сколько миллионов у нее подписчиков. И один пост у Бузовой, то есть, рекламный пост, скажем, да, про ту же пиццу, стоит от 400 тысяч рублей. Вау. 400 тысяч рублей. А годовой доход от рекламы, это у нее уже 100 миллионов рублей. Только Ольга Бузова этим занимается. Не отстает Ксения Бородина. У нее вот за публикацию 200 тысяч. То есть как бы 3 заработные платы или 5 заработных плат человек берет только за одну публикацию. И вот как раз сказали про субъективность, да, и тем больше у нас появляется таких лидеров мнений, да, то уже непонятно, вот действительно ли они покушали вот хорошую пиццу, довольны ли, или это проплаченный блог. Вот проблема нынешнего информационного общества, то, что вот сумбурность информации и вот количество рекламы, скрытой рекламы, да, или своей эмоции, например, про пожары написали, она немножко вот теряется в общем потоке, и человек не разбирается, вот, это действительно ли Ольга Бузова одевается вот в таком магазине, да, или действительно ли она что-то делает, да, вот, поэтому мы не можем это разделять, поэтому очень сложно.
Я думаю, здесь есть еще одна проблема, то что подрастающее поколение смотрит на блогеров и хочет тоже так жить, то есть не работать, а получать деньги за то, чтобы красиво вести Инстаграм. Мне кажется, это очень большой. Но красиво вести Инстаграм и вести, ну, как бы жить по-настоящему, это совсем другие вещи, да. Реальная жизнь у, наверное, звезды Инстаграма немножко отличается от той, которой она ведет личный блог. Да, ну, это работа. Да. Все-таки это работа. А каково сейчас доверие граждан традиционным СМИ и блогерам в республике? Может быть, есть какие-то опросы или исследования? Да, действительно, мы вот смотрим ситуацию, действительно, если я вот сейчас скажу, что рейтинг популярности источников получения информации, то есть откуда люди получают информацию. В первую очередь, конечно, от телевидения получают, республиканского телевидения и так далее. И второй, кстати, вот WhatsApp, у нас феномен же WhatsApp в республике очень такой раздутый, да, скажем, то 47 человек информацию получает из WhatsApp. Потом уходят по рейтингу информационные сайты, газеты, социальные сети и так далее, да. Но, опять же, надо сказать, что доверие вот все-таки, хотя вот сказал, после телевидения идет WhatsApp, но доверие информации к WhatsApp все-таки у нашего населения всего 10 рейтинг баллов. Да? При этом, когда телевидению доверяет 73 балла по рейтингу, газетам и журналам 40, то есть, хотя люди получают информацию из WhatsApp, но они и не очень доверяют. То есть это действительно, наверное, хорошо, что и, наверное, люди все-таки пускай вот как бы продолжают перепроверять, не доверять WhatsApp, но традиционные средства массовой информации у нас играют первую роль. И традиционным журналистам тоже больше доверяют, чем той же Ольге Бузовой. Нам, как представителям телевидения, очень приятно услышать информацию о вашем рейтинге. Скажите, а как можно призвать к ответственности блогера в случае фейковых новостей? Ну, наверное, очень сложно, да, поэтому некоторые законодатели же вот стараются переравнять, скажем, блогеров, больших блогеров, ну, я не имею в виду про инфлюенсеров, да, блогеров, которые имеют миллионные такие подписчики, и они превращаются в средства массовой информации и выдают свое мнение, и они влияют на общественное мнение, да, выдавая свое все. Их хотят переравнять, потому что, чтобы была какая-то ответственность. Но я сказал, что блогеры, они вольны в своем как бы мнении, выдаче своих мнений, а все-таки журналисты, они ответственны перед законом о СМИ. И, то есть, хотя вот сейчас средства массовой информации, традиционная журналистика и блогеры говорят, что конкурируют друг с другом, да, и в какой-то мере сейчас, наверное, кто больше влиятелен, блогосфера или журналистика, вот сейчас не могу сказать, да, потому что все равно идет большая конкуренция, но все-таки, мне кажется, какая-то ответственность у блогеров, хотя бы моральная, должна быть. Но я еще повторюсь, что, к сожалению, сейчас невозможно как бы человека за его пост привлечь к какой-то ответственности. И в завершении нашего разговора, Чукур Николаевич, какие советы вы можете дать читателям газет, зрителям, слушателям, интернет-пользователям? Кому лучше доверять и как не попасться на утку? Да, как не попасться на утку? Чтобы не попасться на утку, надо стрелять, как бы иметь возможность посмотреть несколько разных сайтов. Стрелять 2 утки одновременно, ну, утрирую, да, чтобы, ну, что-то написали в Фейсбуке, посмотрели, Инстаграме, ой-ой, сразу прогуглить. Ну, Google у нас помощь, и в информационных сайтах, ну, традиционных средствах массовой информации обязательно надо перепроверять информацию. Ну, например, в нашем случае Ясия, Якутия 24, вот наш сайт, потому что всегда ответственность журналиста, она не проверяет, но и фейковую информацию они не будут выпускать. Надо перепроверять и доверять журналистам. Спасибо вам большое за интервью. Я напомню, это было актуальное интервью. Сегодня мы говорили о СМИ и блогерах с Чукуром Гаврилиевым, заместителем министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики. До встречи в эфире!